Добрый день, уважаемые коллеги! Мы очень рады, что сегодня вы подключились к круглому столу, который проходит в Комлес-Люканском институте развития образования. Этнокультурное образование, библиотека и школа, точки соприкосновения. Вот такую тематику мы выбрали для того, чтобы вместе с вами, уважаемые коллеги, обсудить. Каким образом сегодня результаты развития нашей системы образования позволяют вывести на новый уровень взаимодействия школьной библиотеки и модельные библиотеки, которые в Республике Коми сегодня созданы? Каким образом сегодня в детское чтение включаются родители, обучающиеся и наши педагоги? Совместная ли это деятельность? И каким образом сегодня Национальная детская библиотека имени Самуила Яковлевича Маршака может рассматриваться именно как управленческий центр по созданию именно тех инноваций, которые сегодня нужны школьным библиотекам и педагогам, которые включены в развитие этнокультурного образования. Конечно, вы все хорошо знаете, что на уровне Республики Коми уже 5 лет назад была принята концепция развития этнокультурного образования. Но мы понимаем, что за последние 3 года в связи с принятием национального проекта образования перед нами стоит очень важная цель. Это формирование социально активной, гражданской личности на основе именно духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. И в этой связи на уровне каждого субъекта Российской Федерации именно этнокультурное образование сегодня становится именно той системой, которая позволяет нам сегодня говорить о том, каким же образом мы формируем региональное самосознание наших обучающихся. И очень важно, что, конечно, в течение последних 2 лет очень активно развиваются все учебные предметы, которые направлены именно на создание того единого профессионального пространства, которое определяет именно то, что на уровне республики сформированы те ресурсы, которые позволяют нам успешно реализовывать, конечно же, учебный предмет «Родной язык», мы говорим о родном языке, коми-языке, родную литературу, а также в рамках уже вариативной части, вы знаете, уважаемые коллеги, у нас на основе выбора представителей наших организаций, всех субъектов образовательных отношений уже сложился спектр тех дисциплин, которые, уважаемые коллеги, активно сегодня рассматриваются именно как учебные предметы, которые позволяют нам именно выполнять очень важную миссию – формирование социально активной гражданской личности именно на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. И сегодня мы понимаем, что развитие профессионального сообщества, оно возможно только тогда, когда мы говорим о нашем единстве. Единстве библиотеки, причем мы говорим сегодня, и сегодня будет со мной работать Людмила Николаевна Камбалова, заведующая отделом Центра детского чтения Национальной детской библиотеки. Мы сегодня как раз по этому поводу порассуждаем, каким же образом все ресурсы способствуют развитию таких предметов, как край, в котором я живу, литературное чтение, литература Республики Коми, родной язык, коми-язык государственный и другие предметы. Это история Республики Коми, география Республики Коми. И нам бы сегодня хотелось как раз, коллеги, порассуждать. Намеренно мы выбрали такую форму, что это не семинар, коллеги, хотя мы планируем ряд семинаров методических. Сегодня это круглый стол. Поэтому, наверное, в наших выступлениях вы увидите именно те профессиональные задачи, которые мы будем ставить теперь друг другом, которые мы будем обсуждать вместе с вами. Но самое главное, что наш круглый стол, он стал для нас
очень важным этапом для осмысления именно нового этапа взаимодействия нашего института, профессионального сообщества, образовательных организаций, в которых реализуются предметы этнокультурной направленности, и, конечно, библиотек. Итак, уважаемые коллеги, вот такой формат круглого стола мы выбрали. Будет ряд выступлений, вы можете задавать вопросы. Мы работаем на платформе, которая позволяет нам с вами выйти именно на процесс общения. Поэтому ваши вопросы для нас станут именно такими точками обсуждения в профессиональном сообществе. И, возможно, в завершении у нас появится и резолюция круглого стола, которая станет основанием для каких-то дальнейших очень важных управленческих решений. Коллеги, вот такие задачи мы ставим перед друг другом. И я позволю еще раз себе представить, что у нас будет сегодня 2 модератора. Сразу хочу сказать, что круглый стол проходит в аудитории нашего института. Мы работаем в онлайн-режиме, и сегодня в этой аудитории находится более 10 представителей профессионального сообщества. Мы будем поочередно передавать слово. И позвольте мне представить наших модераторов, которые впоследствии станут для нас очень важными и координаторами по сбору предложений и по освещению и тех мероприятий, которые в дальнейшем мы будем проводить уже, наверное, на постоянной основе. Это Светлана Семеновна Мусанова, кандидат филологических наук, заведующая лабораторией развития этнокультурного образования Комреспубликанского института развития образования. И вместе с нами Людмила Николаевна Камбалова, заведующая отделом Центра детского чтения Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Самуила Яковлевича Маршака. Вот такие у нас модераторы, профессиональные модераторы, которые будут вести именно наше мероприятие «Круглый стол». Я думаю, уважаемые коллеги, а нас уже подключение, коллеги, озвучу 72 подключения. Поэтому, конечно, для нас это очень важно. И коллеги, которые находятся в нашей студии, это Алена Николаевна Нестерова, заведующая отделом краеведения и коми-литературы библиотеки имени Маршака. Это Августина Владимировна Мишарина, заведующая библиотекарь Усть-Куломской модельной центральной детской библиотеки. Это и Евгений Викторович Поляков, методист лаборатории развития этнокультурного образования Комреспубликанского института развития образования, автор учебников «Край, в котором я живу». И Габова Александра Васильевна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 15 города Сыктывкара. И Лужкова Ольга Александровна, которая представляет централизованную библиотечную систему города Сыктывкара. Итак, вот такой состав участников круглого стола. Но, коллеги, самое важное, что вы работаете вместе с нами. Вы активные участники круглого стола, поэтому ваши вопросы, ваши предложения мы фиксируем, и они будут являться для нас основанием для подготовки резолюции. Коллеги, я думаю, что нам можно уже переходить, Людмила Николаевна, к круглому столу. Я хочу вам передать слово для приветствия. Спасибо большое. Uczytacie, widziałam Dona Wojter, nimka tianes nie adjene, no kuvne i чайтам мы талония шорнис миан артма сывпор сывыснамой талония Шорнис миан ичема кыджи библиотека кыджи и школа кыт. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно всех вас видеть сегодня, пусть и онлайн. И мы действительно очень надеемся на ваши вопросы, на ваши предложения в чате, чтобы мы могли их озвучить. И, конечно, прежде чем передать слово своей коллеге Алене Николаевне, я попрошу вас, когда вы будете слушать и комментировать, во-первых, выступление, во-вторых, напишите в чате, например, педагоги, что вы ожидаете от школы именно в этнокультурном направленности, да? А
коллег из библиотечной системы, да, я попрошу тоже написать, что бы вы могли предложить школе и какие отклики вы ждете именно от школы. Не секрет, у нас дети одни и те же, и направления работы одни и те же, и поэтому хочется найти вот эти точки соприкосновения и понять, в правильном направлении мы идем, и какие у нас есть уже достижения, и какие есть проблемные точки. Итак, я передаю слово Нестеровой Алене Николаевне, заведующей отделом краеведения и коми-литературы Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Самуила Яковлевича Маршака. Алена Николаевна Тьянлыков. Бурлун Дона Учертяс. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада, что мы действительно уже долго планировали собраться вместе и обозначить какие-то и проблемы, и какие-то пути решения уже сразу, да, если есть какие-то проблемы. Нет? И поэтому мое выступление будет состоять из того, что я обозначу, какими ресурсами владеет Национальная детская библиотека имени Самуила Маршака, и к чему вы можете подключаться, да, активно, и библиотека как инструментарий для вас, для педагогов, да, каким образом библиотека поможет вам в вашей деятельности, если вы педагоги. Да? Ну, во-первых, библиотека – это, конечно же, книжный фонд, да, каждая библиотека – большой книжный фонд. И здесь сразу же хочу обозначить вот такую проблему, то, что, с чем мы сталкиваемся. Да? Иногда, очень часто такое бывает, к нам приходят дети, вот, ну, это, конечно, в основном дети, но и руководители детского чтения с запросами, и мы сталкиваемся с тем, что определенные книги у нас находятся в малой экземплярности, то есть та же самая, например, Елена Васиногабова, если говорить о книге «Никто не видел рыжего». Это у нас, мы большая библиотека, да, но у нас даже в нашем фонде этой книги только 3 экземпляра. То есть, может быть, но это, конечно, не зависит только от библиотеки и только от школы, да, но, возможно, мы здесь можем прийти к тому, что педагоги заранее как-то, да, могут либо приходить, да, либо как-то мы через электронную почту будем взаимодействовать, чтобы при составлении программы чтения мы могли бы уже обозначить, да, ту же самую экземплярность книг, ту же самую, ну, вот на примере Елены Габовой, потому что некоторые ее произведения в очень большом количестве, да, а здесь мы вынуждены либо отказывать, либо, конечно, чаще всего мы направляем на наш ресурс, сразу же вам открою этот ресурс, национальная электронная, так, Чужан, это у меня, так, не то открылось. Электронная библиотека, национальная детская книга в цифровом формате. Здесь, конечно, да, очень много у нас подписано соглашений с авторами, и очень много произведений, детских произведений мы здесь можем представить, можем опубликовать, и родители, и педагоги, дети у нас пользуются этими оцифрованными изданиями. Та же самая вот Габова представлена здесь. Здесь мы тоже в последнее время очень часто сталкиваемся с тем, что по школьной программе, например, у нас идет чтение книги Степана Раевского «Теплый север». Она тоже, эта книга, хорошо, что она в этом году, в 2021 году, будет переиздана, потому что вот этой книги тоже у нас 2 экземпляра, и мы направляем в этом случае тоже на электронный ресурс. Вот такая вот одна из проблем, то, что касается книжного фонда, хотела вам обозначить, то, что как-то нам надо прийти к тому, что при запросах учитывать и фонд библиотеки. В данном случае я не владею информацией по школьным библиотекам, конечно, но то, что вот когда приходят в отдел краеведения коми-литературы Национальной детской библиотеки, вот такие вот у нас проблемы бывают.
Далее, конечно же, это библиотека, да, библиотека это всегда методические издания различные, да, мы помогаем педагогам, руководителям детского чтения, и библиотекари тоже в том числе, да, мы помогаем, формируем библиографию. И как раз то, что на предыдущем слайде хотела вам показать раздел Чужанму на сайте библиотеки. Вот он, в поисковике набираете «Национальная детская библиотека Маршака», либо просто «Маршака Сыктывкар», выходит наш сайт. И с левой стороны раздел Чужанму посвящен как раз краеведению, национальной детской книги. Можете активно пользоваться. Сейчас я раскрою, и мы посмотрим, вот, какие у нас там разделы есть. Краеведение онлайн, виртуальная справка. Вы можете задавать какие-то вопросы, ту же самую библиографию подобрать или поиск какого-то определенного издания, определенная тематика и так далее. Здесь вас еще заинтересует вот как раз то, что я сейчас обозначила, наше издание «Краеведение». Вот как выглядит этот раздел. Самые последние мы здесь представили итоги лаборатории. Мы раз в 2 года, библиотека Маршака проводит такую лабораторию, большой семинар, всегда в сотрудничестве с каким-то определенным районом. Мы выезжаем в район республики и посещаем учреждения культуры, образования, делимся опытом. Библиотекари делятся своим опытом и на уровне района это все, и, конечно же, то, что мы же собираемся всей республикой, мы, следовательно, делимся все, да, все коллеги лучшими, определенная всегда тематика, позапрошлом году это было, так, 18-й год – это у нас дошкольное образование, а прошлый год – это, конечно, формы работы с национальной детской книгой и краеведением. И здесь следующую фотографию видите, литературная памятка, то есть различные пособия, это и указатели биобиблиографические и библиографические, это литературные памятки, сборники, то есть вы можете пользоваться в этом случае как бумажным вариантом, если приходите к нам и взять бумажный вариант, либо наши издания, самые новые, представлены здесь в разделе Чужанму. Так, третье, это у нас, я уже здесь открыла, да, это у нас различные электронные ресурсы. И, например, вот здесь, в этом же разделе Чужанму, есть такой электронный ресурс, как «Города моей республики». Это такая... У нас был проект, он уже, конечно, не совсем новый, но основная информация, она актуальна. Это информация о городах наших и достопримечательностях, литература, дополнительные источники. И что здесь хорошо, вы можете провести какую-то проверочную работу с ребятами, потому что у нас там 3 вида тестов представлены: простой уровень, средний уровень и сложный уровень, когда вот вы можете познакомиться на уроке, скажем, с этим ресурсом «Города моей республики». Так. И, конечно же, чем еще библиотека может помочь, это 4-й такой пункт я для себя обозначила, это уже какие-то занятия, которые могут проводиться как на базе библиотеки, скажем, творческая программа «Лекторий. Твой ровесник. Герой книги». Это одна из творческих программ, которые мы можем вам представить сегодня уже, да, потому что мы ее запустили в 2017 году, успешно опробировали, и в этом году уже по заявкам к нам педагоги выходят уже с заявками. 8 тем здесь, да, вы видите на слайде. Как проходит лекторий? Это полноценное занятие. Всегда это у нас 2 сотрудника, библиотекарь и психолог. И это не просто лекция, а лекция-тренинг. То есть какую-то проблему они обсуждают на основе произведения. И уже потом уже такой мини-тренинг проводит психолог на определенную тематику. Да? Например, отцы и дети, конфликт поколений вы видите. Да? Такая вот тематика.
То, что это одна из творческих программ, и быстренько еще расскажу. Вторая творческая программа – это «Юный краевед», тоже тематика представлена. Мы здесь постарались представить и занятия по культурному нормативу школьника. Тоже это, конечно, сам культурный норматив школьника тоже вызывает вопросы, и я думаю, тоже надо сегодня это обсудить, потому что, например, когда мы проводили вот ту же самую лабораторию, о которой я уже говорила чуть раньше, тоже у нас состоялся круглый стол, и некоторое непонимание тоже именно по наполнению культурной программы, да, то, что включено в этот культурный норматив школьника, тоже некоторые авторы и произведения вызывают вопросы. То есть, может быть, тоже стоит вот этот норматив немножечко доработать. И, конечно же, мы активно предлагаем на площадке библиотеки проводить различные встречи с писателями, скажем, да, известными людьми. Мы можем их звать к себе на площадку, да, либо можем выступать как кураторами, чтобы уже, может быть, на ваших площадках встречи проходили учеными и так далее. И, конечно же, различные семинары проводится библиотекой, тоже активно просим вас подключаться. Может быть, я тоже вот думала, может быть, надо закругляться уже, да? Может быть, стоит вот какие-то устраивать, это у нас получается такой большой круглый стол, да, а у меня вот пожелание, может быть, мы какие-то маленькие мозговые штурмы, какую-то рабочую группу можем создать, и сразу же, например, появилась проблема такая-то, нужно решить, может быть, вот этот мини-группой мы вот эту проблему можем уже между собой и найти сразу же пути выхода, потому что вот к этому круглому столу мы готовились, да, а тут уже собрались, поговорили и нашли решение. И вот, например, уже сейчас вам скажу то, что мы, Сыктывкарское представительство Коми Войтер, например, да, в этом году запланировало серию уроков, посвященных юбилею Республики Коми, да, и курируем тоже это направление мы с Людмилой Николаевной, но чтобы вот этот сам урок, конспект урока создать, да, мы, конечно же, будем тоже собирать вот такую рабочую группу, педагоги, библиотекари, потому что вот этот конспект будет, по этому конспекту, конечно, будут работать и школы, и библиотеки, и поэтому мы должны собраться вместе. Вот такая вот уже рабочая группа, тогда уже может быть вот март, да, я думаю, март мы уже должны собраться, но это мы сообщим дополнительно, и вот поэтому такая вот рабочая группа будет нужной. И еще хочу сказать то, что мы стараемся проводить различные сетевые акции, чтобы кумулировать какие-то вот различные, вот тот же самый ресурсы, да, где-нибудь на сайте. Мы вот, например, в этом году, в 2021 году мы запускаем сетевую акцию «Детские писатели от А до Я». Ну, это у нас имеется в виду писатели Республики Коми. И мы хотим, чтобы библиотеки региона тоже активно подключились, у себя на местах показали, как они продвигают творчество местных авторов детских, ну, преимущественно, конечно, детских, потому что мы национальная детская библиотека. И это все мы могли бы показать, вот такой большой какой-то ресурс на сайте, да, представим с отсылками, конечно же, на ваши сайты, да, и вот чтобы это было полезно и, ну, всему обществу, нашему сообществу, и библиотекарям, и педагогам, и так далее. Вот такие вот проблемы я обозначила, и я думаю, сегодня, да, мы можем еще поговорить на эту тему. Завуджидати, Алена Николаевна. Да, мы согласны. Алена Николаевна затронула интересные вопросы, интересную проблематику. Это, конечно, нехватка фондов, да, то есть учебников. Вот вы, коллеги, пишете, и я думаю, что эти вопросы актуальны для многих, что в фондах библиотек, не знаю, вот, коллеги, это то, что не хватает учебников по истории,
по литературе. Нет, я хотела просто уточнить, именно это педагоги пишут или же все-таки библиотекари? Вот, потому что действительно в наших, скажем, муниципальных, республиканских библиотеках вот учебников нет, да, то есть на нас это не предусмотрено. Это учебные предметы, и они, конечно, идут в рамках учебных предметов, это понятно. Ага, библиотекари пишут нам. Вот, и интересное тоже предложение у Алены Николаевны, это по созданию межведомственной рабочей группы, да, куда бы вошли как методисты, библиотекари, педагоги по решению каких-то вот действительно таких маленьких, но проблемных точек. Да, коллеги, сразу тоже подключаюсь. Мы намеренно включили данное выступление первым для того, чтобы обозначить нашу совместную задачу. Итак, уважаемые коллеги, у нас учебные предметы и в инвариативной части, и в вариативной части сегодня представляют большой спектр тех направлений, по которым наша совместная работа может быть выстроена. Я хочу внимание обратить, коллеги, вопросы вы разные задаете, и не всегда понятно, почему возникает такой вопрос. Первое, когда мы говорим об учебниках, давайте мы определимся, что учебники должны быть в школьных библиотеках. Я намеренно пройдусь по вопросам и отвечу на вопросы, именно которые связаны со школьными учебниками. Коллеги, Алена Николаевна и Людмила Николаевна – это представители Национальной детской библиотеки. И здесь мы говорим о том, что библиотеки, модельные библиотеки, они сегодня позволяют нам использовать их ресурсы именно на основе того, что есть полноценные тексты, произведения, которые изданы в Республике Коми. То есть, коллеги, давайте мы не будем смешивать учебники и произведения, которые изданы, которые являются книгами. И в этой связи, уважаемые коллеги, на что я хочу внимание обратить? Вот то, о чем мы говорили, нужен алгоритм. Кто должен в этот алгоритм взаимодействия включиться? У нас очень много групп, коллеги. У нас есть группа при Министерстве образования, при Минации. Я думаю, что не надо создавать еще одни группы. Нам нужны именно такие методические центры, которые позволяют нам работать все вместе. А именно, должны включаться на уровне муниципалитета в эту группу модельные библиотеки, которые возглавляет модельная библиотека в Республике Коми. У нас представитель – это Людмила Николаевна. Далее это школьные библиотеки, конечно же, потому что у вас, уважаемые коллеги, есть учебники. И далее, конечно, педагоги, которые реализуют дисциплины, предметы этнокультурной направленности. И, коллеги, вы друг друга все должны знать. Почему? Потому что, когда, например, мы говорим о предмете, и мы будем об этом сегодня говорить, литература Республики Коми, у нас сегодня уже изданы обновленные учебники 6, 7, 8 класса. И там действительно представлены тексты, но много обучающихся родителей, которые хотят ознакомиться именно с произведением. И тогда необходим ресурс библиотеки. Или школьной, или какой? Или модельной библиотеки, которая есть в муниципалитете. И вот мы-то с вами хотели, уважаемые коллеги, именно этот вопрос обсудить. Как взаимодействовать школьная библиотека, модельная библиотека? И каким образом педагог может узнать о том, что в библиотеке, в модельной, на уровне муниципалитета есть то или иное произведение, которое необходимо. Либо предмет, край, в котором я живу. Уникальное для нас в данном случае это профессиональная история, потому что мало таких учебных предметов. Коллеги, это не краеведение, это культурологический комплекс. И, конечно, необходимы в данном случае и тексты, может быть, и художественные, которые может применять педагог. Вот, коллеги, мы об этом говорим. А далее второй вопрос, о чем говорила Алена Николаевна, это о том, что действительно сегодня могут библиотеки в муниципалитетах, не обязательно только в Сыктывкаре, в муниципалитетах создавать какие-то события,
Событие для кого? Да, для обучающихся. Это может быть и литературные гостиные, вот коллеги представляют, и квесты какие-то, совместно с педагогами и родителями. А вторая задача, что библиотеки модельные на уровне муниципалитетов могут быть центрами и профессионального общения. Школьные библиотекари, которые в модельных библиотеках работают, и наших педагогов. Вот об этом мы говорим, поэтому что мы понимаем? Что такой алгоритм должен каким-то образом быть представлен, и он должен быть в данном случае обозначен именно официально, над этим будем работать. По поводу учебников. Итак, уважаемые коллеги, необходимо обновлять учебники по ком-языку, по ком-литературе? Конечно, да. С 1 по 4 класс учебник по ком-языку как родному включен в федеральный перечень. Это большая удача для нашего региона. Учебники с 5 по 9 должны быть включены в федеральный перечень уже в этом году. Коллеги, мы говорим об инвариативной части. Большая работа предстоит по обновлению учебников по коми-литературе как родной. Это однозначно. Далее, по учебникам литературы республики Коми. 9 класс в этом году выходит 1 сентября. Учебники, коллеги, 6, 7, 8 класс изданы. Они должны быть в каждой школьной библиотеке республики Коми. Коллеги, если этих учебников по данным классам нет, в Институте развития и образования в настоящее время сформирован резервный фонд. Каждый директор об этом уже знает. Он может обратиться с ходатайством о передаче определенного количества экземпляров в школьную библиотеку. 5 класс выйдет в 2022 году. История Республики Коми. Учебники в настоящее время только создаются. Поэтому мы будем об этом говорить. И вот здесь нужна помощь, в том числе библиотек. Учебников в настоящее время, обновленных, которые сформированы на основе федеральных, государственных образовательных стандартов, да, нет, над этим идет работа. Программы есть, уважаемые коллеги. Да. Спасибо большое за комментарий. Мы идем дальше, так как у нас времени не очень много, а выступающие еще у нас есть. И я хочу дать слово Усть-Кулому. Я надеюсь, что Августа Владимировна у нас на связи и слышит нас. Мишарина Августа Владимировна, тема «Библиотека и школа. Пути взаимодействия в краеведческой деятельности». Джауланы Августа Владимировна, Бурлон. Тема моего доклада, получается, «Библиотека и школа. Пути взаимодействия в краеведческой деятельности». Центральной детской библиотекой налажено сотрудничество со школой. Каждый год детская библиотека совместно с общеобразовательными учреждениями традиционно проводит дни коми-книги и периодики, встречи с писателями в рамках чистолевских чтениях, презентации книг. Школами востребованы краеведческие уроки и литературные викторины. Обзорные экскурсии по селу и коми-игры вошли в план совместных мероприятий для летних площадок. Читатели активно участвуют в сетевых акциях и конкурсах. Сегодня в библиотеке особенно важно продолжать развивать основные направления краеведческой деятельности и наполнить его новым содержанием. В последнее время у детей угасает интерес к коми-языку. Они меньше читают на родном языке. Особенно это ощущается в районном центре. В школе коми-язык изучается как государственный. 30% изучает литературу Республики Коми. В начальной школе ведется предмет «Край, в котором я живу». Только в одном из 4 садиков дошкольных учреждений села создана группа детей, с которым работает по технологии языкового погружения.
В настоящее время библиотека активно сотрудничает с учителями, писателями, поэтами района. Имеет положительный опыт реализации проектов по изданию книг для детей на коми-языке. Они популярны, но, по мнению читателей, такие книги необходимо все-таки создавать на 2 языках, выпускать на 2 языках. В прошлом году к юбилею села, к 100-летию Республики Коми, библиотекой создан сайт «Мой Усть-Кулом», где представлены книги и мультфильмы, придуманные в соавторстве с юными усть-куломцами. Вместе с ребятами мы создаем положительный образ малой родины. На виртуальной страничке рассказываем о достопримечательностях, улицах села, показываем любимые места, знакомим с историей села, с творчеством писателей и поэтов. В рамках этого проекта для учащихся был организован конкурс творческих работ, проведена акция видеопрочтения стихов, представлена фотовыставка и выставка рисунков. В юбилейный год Великой Победы, год памяти и славы, межпоселенческой библиотекой созданы электронные ресурсы, которые помогают нашим читателям найти уникальную информацию о районе. Участниками войны и об участниках войны и тружеников тыла. На сайте «Стена памяти Верхней Вычегды» размещена виртуальная галерея «Спасибо, солдат», созданная библиотекой из рисунков детей, участников районного конкурса изобразительного творчества «Юные дарования». В этом году в рамках народного бюджета межпоселенческой библиотеки реализуется проект по созданию туристического маршрута по историческим местам села. Детская библиотека планирует активно подключиться к творческой работе, вместе с участниками школьных объединений создать виртуальную историческую прогулку по селу. Дети будут вовлечены в исследовательскую деятельность, в литературно-художественную деятельность. В течение года совместно с Центральной библиотекой для учащихся будут организованы мероприятия в новых и традиционных форматах. Встречи с краеведами, краеведческие уроки, обзоры и виртуальные экскурсии, игры и квесты. Таким образом, краеведческая деятельность нашей библиотеки наполнится новым содержанием, приобщая к коми-литературе и языку все больше число пользователей. Вот такое взаимодействие у нас будет в нашей библиотеке. У меня все. Августа Владимировна, большое вам спасибо за выступление. Если, коллеги, есть какие-то комментарии, вопросы, пишите в чате. Я хочу сказать, что вот такая работа культурная, большая, вот именно на основе книг, на основе краеведения, литературы с писателями, с краеведами проводится почти в каждом районе. И у каждого района это получается вот именно краеведение, районное, поселковое, да, сельское, оно своеобразная изюминка у каждого из нас. И продвигая именно знакомство с людьми своего района, села, поселка, мы тем самым знакомим подрастающее поколение, да, с тем, что у нас рядом с нами. Так, и мы продолжаем, чтобы время не терять, и хотим дать слово Полякову Евгению Викторовичу, методисту лаборатории развития этнокультурного образования Коми Республиканского института развития образования. Тему доклада вы видите на ваших экранах. Слов о
самом курсе. Значит, целью изучения учебного курса является формирование опыта деятельности учащихся по получению новых знаний, их преобразованию и применению на основе освоения природно-культурного и культурно-исторического наследия Республики Коми. Основными задачами курса является формирование уважительного отношения к семье, к месту проживания Республики Коми в целом, формирование личности младшего школьника как представителя Республики Коми и умелого хранителя социокультурных ценностей, формированию младших школьников активной гражданской патриотичности, позиции, экологической культуры, личностно-ценностного отношения к прошлому, настоящему и будущему Коми-края, воспитанию младших школьников любви к своей малой родине. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день изданы учебные пособия, которые так и называются «Край, в котором я живу», для 2, для 3 и для 4 класса. В этом году планируется издать книжку-раскраску «Край, в котором я живу», которая была подготовлена совместно с Эльвирой Ивановной Поляковой для 1 класса. То есть на сегодняшний день уже есть разработанный макет. Уважаемые коллеги, большую роль в эффективной реализации учебного курса «Край, в котором я живу» играет библиотека. Библиотека выступает ресурсным и социокультурным центром, обеспечивающим эффективную реализацию краеведческого курса. Дело в том, что в ходе краеведческой работы младшие школьники выполняют творческие, поисковые, исследовательские, проектные работы, посвященные достопримечательностям своего населенного пункта, традиционной культуре народа Коми, выполняют экологические проекты, посвященные изучению природного разнообразия Республики Коми. При выполнении исследовательских работ учащиеся изучают соответствующую тематическую литературу. И большую помощь в поиске, подборе необходимой краеведческой литературы оказывают специалисты-библиотекари. Хочу отметить, вот о чем говорила Алена Николаевна, что на сайте Национальной детской библиотеки имени Самуила Яковлевича Маршака есть раздел «Национальная детская книга в цифровом формате», где представлены оцифрованные детские художественные произведения краеведческого характера. Да? То есть на сегодняшний день существуют проблемы комплектования фондов, библиотечных фондов, и поэтому в Национальной библиотеке вы можете посмотреть краеведческую литературу оцифрованную. Представлю список дополнительной краеведческой литературы. Эта информация важна именно для библиотекарей, муниципальных библиотекарей, которая необходима для выполнения младшими школьниками исследовательских работ. Это, значит, издания, как художественные издания, так и научно-популярные, познавательная литература. Вот здесь нам представлено, например, произведение у Ольги Евтихеевны Бондаренко «Рассказы по истории Коми-края». Также используются активные источники, Вычегодско-Вымская летопись, произведения Габовой и Макаровой «Дети древней земли», «Где ты живешь», «Дыхание Пармы», Калистрат Валерьевич Жаков «Под шум северного ветра» книга. Также не так давно была издана книга у Игоря Любомировича Жеребцова и Натальи Владимировны Мельниковой «Популярная история Республики Коми». Активно учителя работают вместе с детьми по книгам «Рассказы для детей об истории Коми-края». Также хочу представить следующую литературу. Засадимский Павел Владимирович «Лесное царство», историко-культурный атлас Республики Коми, Каданев «Рассказы. Родные места»,
Дары тайги Кателина, культурная жизнь Коми края. Очень хорошее издание у Мельникова и Герасименко «Увлекательная экология или эффект бумеранга». Также вот не так давно вышла обновленная красная книга Республики Коми для детей, автор-составитель Наталья Владимировна Мельникова. Также вот книжная новинка у Натальи Владимировны Мельниковой «Просто о нефти», «Активити викторина». Удивительная Республика Коми. Энциклопедия «Мифология Коми», «Сотворение мира», пособие «Родина моя, задушевная песня», памятники Отечества, земля Коми, художественное произведение «Тайны Седого Урала» или «Путешествие в страну гор», сборник рассказов. Тоже новинка, авторы Пономарев, Захаров, «Северные рыбы, бассейн реки Печоры», которая может использоваться в рамках изучения темы «Северные реки» во 2 классе в рамках учебного курса «Край», в котором я живу. Также очень хорошее пособие, очень хорошая книга – это «Краткий Коми русский», русско-коми зоономический словарь. У Рогачева Михаила Борисовича можно использовать пособие «Столица», книгу «Столица Зырянского края. Очерки истории у Сысольска», «Родники Пармы», сказания Стефани Пермском, Владимира Владимировича Тимина, произведение «Мальчик из Перми Вычегодской», Марка Вениаминовича Фишмана «Полезные ископаемые Республики Коми. Камни, приносящие счастье», можно использовать в рамках изучения, в рамках курса «Край», в котором я живу, в 3 классе. Эта литература, представленная литература, является необходимым текстовым дидактическим материалом для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ младшими школьниками. Но помимо этого, в конце учебных пособий «Край», в котором я живу, во 2, 3 и, соответственно, 4 классах есть рекомендуемый список детской литературы. Да? В частности, для 2 класса, да, может учащийся второклассник прочитать азбуку юного гражданина Республики Коми, также ознакомиться со сказками бабушки Соломонии, «Солнцеликие братья» изучить, сборник сказок, также познакомиться с произведением Некрасова «Родина моя, задушевная песня», прочитать экологические сказки Рыжовой и прочитать сборник рассказов Степана Семеновича Раевского «Теплый север». Для 3 класса, значит, представлены в конце учебного года, учитель может дать возможность учащимся познакомиться со следующими произведениями, как художественное издание Ольги Евтихеевны Бондаренко «Рассказы по истории Коми края», значит, книга Габовой и Макаровой в соавторстве «Дети древней земли», произведение Игоря Любомировича Жеребцова и Петра Митрофановича Столповского «Рассказы для детей об истории Коми края» и повесть для детей Владимира Владимировича Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской». Да, в 4 классе представлены, это является такая рубрика «Интернет-путешествия», где учащиеся могут сами попутешествовать на просторах интернета и познакомиться с сайтами, например, наших библиотек. Да? Вот, в частности, Национальная детская библиотека Республики Коми. И то, о чем я вам говорил, да, могут учащиеся, значит, сами в разделе «Национальная детская книга в цифровом формате» могут познакомиться с другими художественными произведениями краеведческого характера. Конечно, хочу отметить необходимость наличия представленной краеведческой литературы в библиотеках. Да, это на самом деле очень важно для реализации курса «Край», в котором я живу. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, хочу поздравить всех представителей прекрасного пола с наступающим праздником, Международным женским днем. Спасибо вам. Большое спасибо, Евгений Викторович. Не знаю, согласятся ли коллеги, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали с введением
курса, вот этого данного курса, край, в котором я живу, например, в Национальной детской библиотеке у нас участились запросы по краеведению, что нас не может не радовать. Приходят дети, приходят родители. Я хочу уточнить у своих коллег, все ли к вам приходят ли с такими запросами, и все ли вы запросы можете их удовлетворить? Скажу честно, что очень хорошо, когда дети или родители приходят к нам за помощью именно в подготовке каких-то исследовательских работ, которые задаются на дом педагогами, но хотела бы в свою очередь обратиться к педагогам. Прежде чем дать какое-то творческое задание, исследовательское задание школьнику, особенно вот первых-четвертых классов, придите, пожалуйста, в библиотеку и посмотрите литературу, которая у нас есть, потому что мы сталкиваемся, ну, это одна из таких точек, проблемных точек, когда мы не можем помочь ребенку, потому что очень сложный вопрос. По тем же, ну, конкретный пример, улицы Сыктывкара, особенно которые выстроены в советский период, по ним литературы почти нет. То есть они смотрят в интернете, приходят в библиотеку, и у нас этих материалов, ну, очень-очень мало, и для исследовательских таких работ недостаточно. То есть, когда вы задаете на дом вот такие задания, можно уточниться у библиотеки, у библиотекарей, позвонив или придя к нам в гости, и спросить, есть ли вот такая литература, если я дам ее на дом. То есть я бы тоже хотела увидеть ваши комментарии. Сталкиваетесь ли вы с такими какими-то вопросами? Или наоборот, у вас все в порядке, и все запросы читателей вы можете удовлетворить? Вот. Пока мы ждем ваших размышлений, я хочу передать слово Галине Владимировне. Да, спасибо. Мы еще ждем ваши ответы, потому что вопрос очень значим. Не случайно у нас круглый стол посвящен как раз вопросу взаимодействия. И вот то, о чем Людмила Николаевна сейчас вас попросила, это как раз, конечно, важно, потому что если мы включаем наших детей в проектную деятельность, конечно, хочется получить результат. И есть опасения о том, что не хватает ресурсов, поэтому, конечно, это очень важно нам понять. А я объясню еще, в чем здесь и наша миссия Комреспубликанского института развития образования. Коллеги, у нас есть два очень посещаемых методических ресурса. Первый ресурс – это портал «Открытое образование Республики Коми». Уважаемые коллеги, на данном портале представлены все программы по предметам этнокультурной направленности, а также все учебники, которые уже изданы, и та литература, которую издает Институт развития образования, литература для педагогов, а также все интернет-ресурсы. Но мы понимаем, что этого недостаточно. И вот то, о чем мы говорим с коллегами, возможно, все-таки есть необходимость создания именно единого ресурса, на который бы обращались и педагоги, и обучающиеся, и родители. Поэтому, коллеги, это очень важно. На вопросы, которые поступают, я тоже сразу буду отвечать. Если в КРИРО резерв учебников Токаревой Натальи Николаевны литературное чтение с 1 по 4 класс, да, есть. Поэтому, коллеги, это очень важно, что вы к нам можете обратиться, и мы попытаемся удовлетворить ваш запрос. Сразу хочу сказать, что мы резервный фонд, но вы знаете, что издает учебники АНБУР, это издательство, которое включено в федеральный перечень.
Да, вот я вижу вопросы по краеведению, слова благодарности, что все востребовано, очень хорошо. Ну что, коллеги, наверное, я тогда приступлю уже к следующему нашему вопросу. Первый блок мы завершаем, он был как раз посвящен учебнику «Край, в котором я живу», и краеведению, именно как направлению, которое сегодня очень активно развивается в нашей республике. Хочу напомнить, уважаемые коллеги, что в 20-х числах марта состоится республиканское краеведение, как раз республиканская конференция по краеведению, как раз которая будет посвящена в том числе и нашим вопросам, связанным с литературным краеведением, а также она будет посвящена и методическому сопровождению изучения истории Республики Коми и краеведения. Поэтому, коллеги, присоединяйтесь, конференция очень интересная. У Евгения Викторовича есть все контакты для того, чтобы вы приняли участие в этой конференции, поэтому я надеюсь, Евгений Викторович, я думаю, что можно информацию передать нашим коллегам. Мы продолжаем, и сейчас позвольте нам перейти к блоку, который посвящен будет литературе Республики Коми. Мы понимаем, что вопросов очень много, которые связаны как раз и с учебниками, и связаны с тем, что очень важно, чтобы как можно было больше художественных текстов, на которые можно опираться при изучении литературы Республики Коми. Коллеги, исходя из того, что у нас все-таки круглый стол, я позволю в таком свободном режиме напомнить вам о том, что представляют собой учебники, которые издаются в настоящее время ежегодно. Хочу вам напомнить, что данный предмет, а именно программа по данному предмету, она появилась уже более 10 лет назад, и авторский коллектив на протяжении 10 лет очень активно работает по созданию учебников. Все рукописи учебников, коллеги, они уже прошли все экспертизы, и вы знаете, что в настоящее время изданы учебники 6, 7, 8 класса, 9 класс уже находится в издательстве, и 5 класс сейчас мы перерабатываем, потому что он должен быть тоже в соответствии с этой общей концепцией. Мы надеемся, что полноценная линейка будет представлена. И коллеги мне сейчас будут помогать, наверное, с презентацией, либо мне что-то представят. Да, спасибо, уважаемые коллеги. Конечно, очень важно, что учебный курс литературы Республики Коми, он входит в вариативную часть, и мы провели недавно мониторинг, в каких школах, кто преподает данный предмет. Сразу хочу сказать, что литература Республики Коми, которая включена именно в вариативную часть, она в настоящее время изучается в всех муниципальных образованиях, но не во всех школах, потому что это выбор образовательной организации, а именно субъектов образовательных отношений. Но что находится в центре нашего внимания, чему посвящен данный курс? Прежде всего мы говорим о том, что самое важное в этом курсе, наверное, осмыслить пространство литературы Республики Коми, потому что оно очень многомерное, и в этом курсе изучаются произведения писателей, которые относятся именно к коми-литературе, они изучаются именно в переводе, а также в программе и также в учебниках представлены произведения писателей, которые всю свою жизнь на протяжении и XIX века, и XX века, они связывали свою судьбу именно с нашей республикой. Вы знаете, что литература всегда очень тесно связана с историей развития республики, и поэтому, конечно же, наша литература, литературные тексты, они очень ярко отражают все этапы развития нашей республики. Но в центре внимания, конечно, личность автора, который и выступает интерпретатором именно тех кодов, тех литературных символов, того пространства, в котором он существует.
Поэтому в центре данного курса, конечно, именно та региональная модель изучения литературного пространства, которая, первое, опирается на процесс, связанный с развитием коми-литературы и включением писателей, которые создавали свои тексты на русском языке, и в текстах, конечно, как я уже сказала, отражается специфика развития нашего родного края. Что очень важно, что именно в учебниках мы уже попытались показать тот диалог культур, который именно в литературном пространстве является для нас очень важным, и все учебники, они создаются на... Следующий слайд. Они создаются именно в аспекте и социально-экономического пространства региона, и в аспекте полиэтнических интересов. Но самое главное, что в центре внимания, это именно развитие литературного пространства региона. На следующем слайде я хочу представить именно методическую модель изучения литературы Республики Коми. Как я уже сказала, самое главное, что мы, конечно, уже ориентируемся на цель национального проекта образования. Потому что именно литературные тексты, они позволяют нам включить нашего ребенка именно в процесс освоение литературного текста на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, нашей республики. Потому что в каждом тексте отражаются и исторические, и национальные, и культурные традиции. В этой связи все наши учебники, учебные пособия по литературе Республики Коми, они как раз транслируют для нашего юного читателя, для обучающихся именно тот пласт, который необходим для формирования регионального самосознания. На следующем слайде, уважаемые коллеги, вы увидите, каким же образом конструируется учебно-методический комплекс литературы Республики Коми. Вы все хорошо понимаете, что в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта у нас в учебнике, конечно, должен быть корпус литературных текстов, которые сегодня включены именно в предметный блок и включены именно как объекты изучения данных текстов. Но мы пошли и по пути формирования метапредметной компетенции у наших обучающихся. И вы, наверное, прекрасно понимаете, что сегодня литературный текст, он не является автономным. Он служит для нас основанием для развития очень важных результатов обучения, именно метапредметных, на стыке и истории Республики Коми, и во взаимосвязи с литературой российской, зарубежной литературой. И здесь мы говорим именно о всех ресурсах, которые нам необходимы для того, чтобы действительно погрузить ребенка, нашего обучающегося, в то литературное пространство, которое в учебниках представлено полномасштабно. А с другой стороны, именно тот коммуникативный потенциал учебников, он позволяет нам, конечно, выйти на уровень прочтения культуры, прочтения именно тех кодов, которые закладываются в текстах с точки зрения раскрытия личности. Потому что интерпретация любого литературного текста – это, конечно, взаимосвязь с теми духовно-нравственными ценностями, которые именно через литературный текст воспринимаются нашим и педагогам, и обучающимся, и нашими родителями именно как ценности, которые формируют именно наше национальное единство. Поэтому с точки зрения таких ключевых текстов, коллеги, шла очень долгая работа по отбору текстов.
И мы очень благодарны, я в течение долгого времени работала именно в библиотеках, потому что мы должны были понимать, что эти тексты, они именно в полном объеме представлены в наших библиотеках. Основа данного курса, она в данном случае, с одной стороны, историко-хронологическая, а с другой стороны, отбор художественных текстов и их интерпретация, она происходила на основе именно культурологических особенностей развития нашей литературы. Потому что в центре нашего внимания, конечно, диалог. Диалог и эпох, диалог и культур, диалог и народов. И в этой связи вот вокруг тех проблем, которые обсуждаются именно в форме этого диалога, а это, конечно, формирование коммуникативных компетенций, мы, рассматривая тексты, изучая тексты, все-таки выделяем 3 круга проблем. Это связь истории и современности через литературные тексты, именно в единстве тех ценностей, которые через тексты авторы, как яркие личности, рассматриваются. Это изучение традиций родной культуры в познании иных культур и эпох. И, конечно, это формирование у наших обучающихся через литературу Республики Коми представление о единстве нашей республики, единстве Российской Федерации, единстве мира. Поэтому, когда мы говорим о включении и в программу, и далее в учебники ключевых текстов литературы, мы понимаем, что данные тексты служили своего рода для нас ключом к пониманию каких-то важных исторических событий, особенностей культуры, бытия народа. И в самой программе мы как раз закладывали возможности, которые уже были в дальнейшем отражены и в создании учебников, что мы формируем читателя-гражданина, жителя Республики Коми, который понимает, знает, в какой республике он живет. Он знает традиции и знает и понимает их именно через прочтение и интерпретацию художественной литературы. А значит, мы понимаем, что в центре нашего внимания те тексты, которые воспитывают гуманное отношение к людям разных национальностей и пробуждают интерес к культуре малой Родины. В этой связи, конечно, мы опираемся на те результаты, которые формируются у наших обучающихся в рамках предмета литература как основного курса. Но мы понимаем, что данный курс литературы Республики Коми, он является метапредметом, который позволяет нам действительно решить очень много задач. Очень важно, уважаемые коллеги, что для нас каждый класс был связан именно с рассмотрением важной проблемы через какое-то базовое понятие. В нашей программе было представлено, что в 5 классе мы рассматриваем литературу и фольклор, взаимосвязи литературы и фольклора. А в 6 классе в центре нашего внимания уже художественный образ. В 7 классе человек как объект изображения в литературе. 8 класс очень уже сложный с точки зрения метапредметных связей. Он выходит очень на много исторических реалий, где рассматриваются тексты через базовое понятие литературы и традиции. И 9 класс для нас стал в определенной степени таким переходным, потому что в 9 классе базовое понятие – это уже автор и реальность. И здесь мы уже опираемся на тексты не только художественные, но и публицистические, научно-популярные тексты. Таким образом, уважаемые коллеги, учебники, учебные хрестоматии, которые представлены, мы очень рады, что коллеги, которые на уровне Российской Федерации с ними познакомились, мы их направляли и в Фонд родных языков, и в Институт развития родных языков. Эксперты нам обозначили, что коллеги – это уникальные издания, в которые как раз формируют
то понимание литературы, которое необходимо именно для современного изучения литературы. То есть формируются архетипы литературы и культуры, которые закладываются именно в этих учебниках как основа формирования именно гражданственности, региональной самоидентичности. Поэтому, конечно, я могу приводить примеры, которые важны были, которые вот очень оценили на федеральном уровне. Это взаимосвязи, например, текстов коми-писателя Шахова и русскоязычной писательницы Тамары Ломбиной, где мы рассматриваем образ женской праведности, например, тексты «Тетка Аксинья» и у Тамары Ломбиной «Зина Капуста», тексты Альберта Ванеева, где рассматривается образ Пармы и Юшкова и других авторов. То есть вот именно пересечения архетипов были очень важны с точки зрения понимания именно того единства литературного пространства, которое формируется. С точки зрения визуализации для нас это тоже было очень важно, и коллеги, многие педагоги, которые общаются с нами как с авторами, они как раз на это внимание обращают, что в учебниках мы создали полноценный методологический аппарат, и в каждом учебнике, кроме художественного текста, отрывка из художественного текста, еще есть материал, который позволяет выстроить урок с минимальным обращением к другим ресурсам. У нас есть 3 ключа. Первый ключ – это терминологический, представлены как раз терминологические характеристики текста, которые помогают понять духовную, нравственную составляющую данного произведения. Второй ключ – это интерпретация текста, которая помогает и педагогу, и нашим обучающимся выявить авторскую позицию, то есть осознать смысл произведения, подойти именно к идейному своеобразию текста. Ну и третий ключ, о чем я говорила, это очень важно, это всегда те знания, которые помогают понять данный текст, это знания о культуре, истории родного края. И также, конечно, творческие задания, это задания, которые позволяют выполнять индивидуальные проекты, и проекты на уровне класса, поэтому для нас это было тоже очень важно. Начиная с 6 класса мы ввели 2 сквозных героев, которые сопровождают наших обучающихся, ну и наших педагогов. Это профессор Вычегодин, исследователь литературы Республики Коми, автор литературного архива республики. И, конечно, вот эта научная составляющая для нас, она очень важна, потому что именно через данного героя, причем это герой именно методологического характера, мы знакомим наших обучающихся именно с теми характеристиками текста, которые позволяют действительно увидеть глубину этих текстов, понять вневременные и непроходящие нравственные ценности. И методические вопросы на самопознание даже задает уже его ученица, которая как раз помогает ребенку, обучающемуся, войти именно в тот алгоритм, который позволит ему интерпретировать текст. И, конечно, с точки зрения, коллеги меня филологи поймут, я говорю о семиотической модели литературного текста, конечно, очень важно, что в самом учебнике уже заложены не только требования федеральных государственных образовательных стандартов, но и, конечно, те требования к интерпретации литературных текстов, которые для любого филолога, они, конечно, важны. Это интертекстуальный анализ литературного текста, который представлен, лингвокультурологический анализ и аксиологический анализ текста, который именно через наших сквозных героев с учетом возрастных особенностей уже заложен в данных учебниках. Ну и, конечно, коллеги, как мы уже говорили, что данные учебники, они в настоящее время представляют собой уже полноценную линейку. Мы понимаем, что данные учебники, вот в этом году, мы надеемся, будет 9 класс, в следующем 5 класс, они будут уже
полноценно представлены во всех школьных библиотеках, и в рамках уже вариативной части наши субъекты образовательных отношений будут выбирать данный предмет для того, чтобы образовательные результаты наших детей, конечно, формировали в соответствии с национальной нашей целью, с целью проекта образования. Это формирование духовно-нравственной и социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа. Коллеги, вот такая краткая информация. Погрузили мы вас вот в данное УМК. Если кто-то еще не знаком с данными учебниками, уважаемые коллеги, я не знаю, есть ли педагоги, которые по ним работают сейчас, но мы уже для себя определили, что, уважаемые коллеги, в этом году мы будем проводить методические семинары. На круглом столе мы очень кратко представили сейчас идеологию данных учебников. Но самое важное для нас, коллеги, что мы начинаем методически сопровождать педагогов, потому что мы уже видим, что в муниципалитетах данный курс представлен во многих организациях, поэтому, коллеги, такую задачу мы перед собой поставили. Спасибо, и я понимаю, что как раз Александра Васильевна уже представит более, наверное, практическую составляющую. Да, практическую составляющую, поэтому опыт организации деятельности на уроках литературы Республики Коми, город Сыктывкар, школа номер 15. Александра Васильевна, наверное, вам сразу слово, а потом мы тогда, коллеги, ответим на вопросы. Да, я тут. Всем добрый день, меня зовут Александра Васильевна, работаю в 15-й школе, и я веду уроки как литературы Республики Коми, так и веду уроки истории и культуры Республики Коми. Немножко скажу по первому предмету. Как мы работаем. Вначале, когда мне дали этот предмет, у меня был небольшой шок. Я говорю, как можно вести на русском языке, изучая коми-произведения. Была составлена сначала рабочая программа, это мы сделали, ознакомилась с перечнем литературы, хорошо, я говорю, я тоже все знаю. Как можно было работать, да? Либо же изучая автора по хронологическому принципу, либо же объединять по тематическим блокам. 10-11 класс, так как они были еще по ФК ГОС, значит, мы пошли по второму пути, по второму направлению. Вначале изучали фольклор, потом художественный образ, потом человек, и до авторов мы так дошли, да. Вот. Учебники у нас были в 10-11 классе. Да, значит, и с самого начала детям, вернее, учащимся я объясняла, в чем отличие предмета литература Республики Коми от обычного предмета литература. Да? С этого мы всегда и начинали урок в 10 классе, да, и объясняем, зачем мы изучаем этот предмет, так как мы проживаем на территории Коми Республики, мы должны знать не только историю, да, но и культуру, куда мы вкладываем понятие литература. Да, они говорят, да, надо изучать, да, надо знать, да. Ну, думаю, что каждый учитель задумывался над такими вопросами. А как сделать урок интересным, ярким, чтобы можно было заинтересовать ученика, а тем более такой предмет, да, который вроде бы название похоже. То же самое сейчас есть у нас предметы родной русский язык, родная русская литература, да, эти предметы тоже я веду, да, есть у нас в школе такой предмет. Вот. И дети воспринимают, что это то же самое, что литература, то же самое, что русский язык. Нет, я говорю, это совершенно другие, разные предметы, да. В любом случае, как мы с ними работаем? Вначале мы изучаем авторов, да, биография автора, она неотделима от произведения. Вот. Всегда объясняю, самое главное не запоминать все эти даты, когда писатель или поэт родился, да, когда, например, было написано это произведение, в каком году. Не важно это запоминать, а важно знать саму личность самого автора. Почему автор решил написать это произведение, почему он решил стать писателем, как связана биография самого автора и этого художественного текста, да. Зачастую это у нас получается, да. А если мы изучаем лирическое произведение, например,
взять того же самого Альберта Ванеева, да, либо же Владимира Васильевича Тимина, да, я учащимся всегда объясняю, если мы грамотно разберем стихотворение, мы как психологи, мы поймем, что творилось внутри писателя, да, в каком состоянии находился, что его волновало, возможно, да, и мы через литературу познаем и не только жизнь, но и саму личность, да, можно и так разобрать. Что мы делаем на уроках литературы? Да, есть у нас учебники, иногда у нас они помогают, иногда не помогают. Мы читаем произведения вслух. Я считаю, это большой плюс. Надо читать вслух, пускай даже в 10-11 классе. А 2 года назад я вела и в 8-9 классе литературу в республикоме. Когда дети читают вслух, ты видишь, ребенок понял текст или не понял. Да, мы можем дать на самостоятельное изучение текст, да, а потом прийти в качестве домашнего задания, мы, например, задали им этот текст. На уроке мы можем написать либо рецензию, либо отзыв, либо сочинение, эссе и тому подобное. Но зачастую они не понимают содержание, да, либо не понимают некоторых процессов, которые имелись в этом произведении, да. И параллельно, почему еще мы читаем с ними вслух произведения, да, например, если это 8-9 классы, у 9 классов есть у нас итоговое собеседование. Соответственно, мы с ними параллельно готовимся к итоговому собеседованию, как к допуску к основным государственным экзаменам. Прочитали абзац, пересказали, выделили микротему, да, то есть еще некий способ, да, как можно использовать предмет литературы РК для того, чтобы изучать, так скажем, да, чтобы был плюс в чем-то. Если это у нас, опять же, 9 класс, да, нам необходимо написать сочинение, 9 задание, мы опять же изучаем произведение, разбираем понятия, например, проблематику выделили, да, и опять же проговариваем, как бы вы написали, вот что такое, например, понятие дружба. Вот мы прочитали у Елены Габовой «Беличья шкурка», повесть, да, у нас есть обзорное изучение этого произведения, вот. Выделяем проблему. Как бы вы дали понятие, используя этот текст, да, тоже бывает интересно. Если у нас 10-11 классы, то параллельно мы с ними готовимся и к сочинениям ЕГЭ, да, а также, прошу прощения, к 27-му заданию сочинения ЕГЭ и итоговому сочинению, которое идет у нас по 5 направлениям. У нас очень хорошо это проходит, да. Работаем с направлениями, работаем с художественными текстами. Не всегда мы пишем сочинения. Мы большей частью урок литературы в республикоме – это у нас диалог, да. Понял текст или не понял? В чем проблема, да? Что такого сложного было, да? А потом разбираемся в психологии героев, да. Если изучаемые тексты небольшие, значит, те тексты, которые у нас отсутствуют в учебнике, в Рихерсомате, прошу прощения, значит, я им распечатываю, либо отсканирую на вариант. Скажу по секрету, у меня были в электронном варианте учебники с 6 по 9 класс. Я этими текстами пользовалась. Они очень-очень хорошие тексты, да. Также на уроке мы что-то разбираем с ними совместно. Это у нас происходило в 9 классе, когда был такой раздел «Русские писатели о коме края». В открытом доступе, например, Надеждина, я не могла тогда 3 года назад найти, да, а в электронном варианте он был. Я распечатывала каждому на парту, там по 25 страниц, если не ошибаюсь, да. Был у нас большой печатный материал, да, вот. А также мы с ними читали и обсуждали. Вот. Как мы еще работаем с ними? Да, ежегодно наши учащиеся принимают участие в муниципальном и республиканском этапах олимпиады по литературе РК, ну и краеведению, соответственно. У нас призовые места тоже были, да, надеемся, что и дальше будем работать. Также мы с ними, как мы предмет связываем, как мы дальше работаем, да. Ежегодно мы с учащимися нашей школы, начиная с 8 класса, мы участвуем в акции, которая называется «Встреча с писателем». 3 марта отмечается Всемирный день писателя, и на базе поселковой библиотеки
я забыла, как называется у нас поселковой библиотеки, да, второе отделение, или как это называется, да, второй филиал, прошу прощения, заведующая библиотека организует у нас встречу с писателем, да, мы уже на протяжении вот 7 лет встречались с такими, можно сказать, великими людьми, я считаю, что великими людьми, были среди них у нас Виктор Давыдов, Сергей Журавлев, Алексей Попов, Елена Козлова, Петр Столповский, Галина Бутырева, Анжелика Елфимова, Елена Афанасьева, Любовь Януфриева. Вот этот список у нас уже большой. И в этом году у нас, то есть послезавтра планируется встреча с Андреем Поповым. Да? Больше мы привлекаем учащихся старших классов. Стараемся, по крайней мере, да. Иногда учащиеся себе не представляют, что такое, кто он есть писатель, да. Они думают, что вот писатель, он сидит в костюме, в галстуке, с печатной машинкой, да, а тут приходит совершенно обычный человек, да, и вот как раз вот этот диалог, он нужен, да, чтобы дети, учащиеся, они увидели в обычном человеке вот такую личность. Да? И иногда, встретившись с писателем, поговорив, да, они интересуются, заинтересовавшись произведением, они могут взять в библиотеке и прочитать. Да? Это у нас такое уже было. А зачастую у нас происходит встреча с такими писателями, которых у нас нет по программе, да? Не изучаем мы этих авторов. Да? Ага. Так, в чем минус, хотела сказать, да, сейчас немножко скажу. Не всегда есть у нас тексты, вот взять, например, текст Геннадия Юшкова «Чугра», да, либо же «Алую ленту», да. Эти тексты, они представлены в сокращенном варианте. Нет возможности найти полный вариант текста на русском языке. Да? Я считаю, что это минус. Да? Взять тот же самый Ушахова «Тетка Аксинья». Да? Большей частью нам приходится, я читаю полный вариант на каком языке сама, и им потом пересказываю. Я говорю, вот это тут пропущено, это тут пропущено. А учащимся вот 10 класса сейчас было трудно понять, например, «Чугра». Почему вот этот «Чугра» стоит, да? И в чем замысел? И вот им начало, середину, вот некоторые места пришлось пересказывать, да. То есть некоторые минусы в этом есть. Что хочу сказать по предмету «История культуры Республики Коми». Я веду с 5 по 8 класс сейчас, в следующем году у нас будет 9 класс. Кроме того, то, что у нас эти предметы новые, третий учебный год мы с ними работаем, учебников нет, было уже сказано, да, есть у нас учебник «История культуры Республики Коми», который у нас старенький, 7-11 класс написан, но они есть у нас один экземпляр на парту, мы с ними работаем, конечно, редко, но он является у нас как вспомогательным элементом, да. Тот список дополнительной краеведческой литературы, который вот нам показал Евгений Викторович, да, мы этим списком тоже пользуемся. Они нам в помощь. Но скажу, что без учебника, хотя нам много раз говорили, что учебник это не инструмент, прошу прощения, да, учебник нам нужен, да, как инструмент, как вспомогательный элемент. Если раньше мы вели урок языка, у нас этот краеведческий материал был, то сейчас мы оказались предоставлены сами себе в поисках материала. Нам приходится много готовиться. Кроме этого, у нас предметы этнокультурной направленности, они оцениваются по зачетной системе. То есть зачет не зачет. А заинтересовать ребенка этими предметами, если у тебя не будет стоять оценка или просто зачтено, не зачет, да, в любом случае в конце года у вас будет у всех зачет, да, то есть стимулировать очень сложно, да, вот в чем минус. Сейчас прошу прощения еще. Было тут сказано Галиной Владимировной, да, что можно, конечно, объединяться в какие-то общества, в сообщества, да. Есть у нас общество, методическое объединение учителей коми-языка, городское методическое объявление, на котором мы проговариваем те же самые проблемы, которые у нас существуют с изучением вот этих предметов. Также мы на Коми-Войтер тоже свои вопросы и предложения предлагали, да, но пока все на своих местах осталось. Да. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Александра Васильевна, тотче мортис, ужала тотче мортис ланшелем свище, это зевбур. Да. Коллеги, включусь. Уважаемые коллеги, для того, чтобы мы понимали, итак, программа по литературе Республики Коми
принято только с 1 по 9 класс. В 10-11 классе такой программы нет. И поэтому все учебники, которые сейчас формируются, они созданы с 1 по 4 класс автор Наталья Николаевна Токарева, и с 5 по 9 класс полноценные учебники. Все остальное, коллеги, это уже, пообщаемся с коллегой, то есть это может быть внеурочная деятельность, пока 10-11 класс программы нет, и это мы должны понимать. Поэтому, коллеги, я оставляю свои все контакты, посмотрите, мой адрес, телефон, вы можете позвонить, написать те преподаватели, которые сегодня заинтересованы действительно именно в этом предмете. Коллеги знают, что интерес есть, поэтому фиксирую контакт, потому что я являюсь и автором учебников, учебных пособий, автором программы. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что профессионально и методически мы друг друга поддержим. Но в рамках круглого стола, конечно, нам это важно было обсудить. Галина, можно добавить, да? 10-11 класс, который мы ведем, вот, например, литература РК. Меня слышно, не слышно? Я где-то... Не? Ага, все. Ага, Так, да. ну, мы продолжим. И пока готовится следующий участник, к нам присоединяется Ольга Александровна Лужкова, заместитель директора по работе с детьми централизованной библиотечной системы города Сыктывкара. Я хочу сказать, что Сыктывкару, конечно, больше повезло с тем, что они могут встречаться с авторами, с писателями вживую, так как большинство из них проживает именно в столице Республики Коми. Но хочу сказать, уважаемые коллеги, педагоги, библиотекари, вы можете использовать и наши ресурсы Национальной детской библиотеки. У нас сейчас есть возможность встречи онлайн. То есть писатель сидит у нас, вы собираете детей, готовите детей, и встреча также проходит вживую. То есть дети общаются вживую, задают вопросы, видят автора. И это один из таких ярких и интересных форм общения. Итак, я передаю слово Ольге Александровне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу вам рассказать о краеведческом виртуальном ресурсе, называется Комичом, созданном для детей с целью формирования у них интереса к изучению родного края. И я предлагаю его как вспомогательный материал при изучении детьми культуры, истории, фольклора нашего Коми-края. Краеведческая деятельность нашей ЦБС имеет свои давние традиции, но можно смело говорить и о том, что краеведение постоянно развивается и двигается вперед. Библиотеки придумывают все новые формы краеведческой деятельности, применяются новые информационные технологии. Как пример, на сайте нашей ЦБС был создан краеведческий раздел «Комичом» на детской страничке «Каруселька». Открывая данный ресурс, для маленьких виртуальных пользователей подготовлено приветствие. Добро пожаловать в Комичом, в избушку, в которой живет волшебство коми-сказок, преданий и легенд. Здесь ты можешь познакомиться с узорами коми-орнамента удивительной красы. Также ты сможешь узнать, во что играли коми-дети, какие костюмы носили, в какие приметы верили и многое-многое другое. Все интересные материалы о Коми-крае, в Комичоме распределены по разделам. Первый раздел «Тэткуд Давор-Скар», что переводится как «Кубышка знаний» и «Городок игр», где детей ждут увлекательные уроки по культуре, истории, мифологии, животному и растительному миру Коми-края. И второй раздел называется «Лыдищанкад». Время читать, где можно посмотреть видеоролики с чтением книг на коми-языке. Первый раздел «Тэткуд Давор-Скар» открывается в виде перечня краеведческих тем, приведенных на коми и русских языках. Пользователи кликают на заинтересовавшую их тему и попадают в виртуальный урок, состоящий из теоретической части, игровой части и библиографической. Рассмотрим первые два урока, которые посвящены домашним и диким животным Республики Коми.
Сначала виртуальные пользователи при помощи картинок знакомятся с тем, как называются животные на каком языке, затем на основе уже полученных знаний могут разгадать филворд, созданный на платформе Learning, а в конце урока представлен иллюстрированный библиографический список книг по животным Республики Коми. Далее представлены уроки по традиционной коми-избе, которые при помощи иллюстраций дают возможность познакомиться, из каких частей состоит коми-изба, как они называются на коми-языке и так далее. С помощью видеороликов, подготовленных библиотекарями, ребята получают дополнительную информацию по коми-избе, сведения о том, какие игрушки были раньше у детей и многие другие интересные факты. И в заключение, опять же, приводится библиографический список. По такому же принципу построены уроки коми-сериес, дивные коми-узоры, коми-ескоста легенда героес, герои мифов и легенд, коми-мо лыжи чужанин, коми родина лыж и так далее. Далее хочу рассказать про второй раздел, который называется «Лыдищанкады» – «Время читать». Он был создан для того, чтобы дети убедились, что в коми-литературе есть множество интересных произведений с яркими героями и увлекательными сюжетами. Лыдищанкад еще не такой наполненный, но мы его планируем пополнять новыми видеороликами с прочтением коми-текстов. Тексты читают как дети, читатели нашей библиотеки, так же и библиотекари, владеющие коми-языком. Если рассматривать ресурс в целом, то он постоянно наполняется, он видоизменяется, он как живой организм, который будет расти и развиваться, стараясь соответствовать потребностям юных пользователей. А сейчас я вам хочу рассказать о том, как же мы работаем с Коми-Чомом и как же мы используем этот ресурс в своей деятельности. Во-первых, он рекомендуется детям, которые интересуются той или иной краеведческой темой. Его мы также советуем руководителям детского чтения, которым требуется та или иная краеведческая информация. И, во-вторых, во время проведения краеведческих мероприятий в рамках нашей программы библиотечной «Край мой северный» также используется игровой материал, видеоматериал и библиографический контент. Также данный ресурс предлагается читателям в качестве полезного интеллектуального досуга в библиотеке. Они могут бесплатно позаниматься в Коми-Чоме за стационарными компьютерами нашей модельной библиотеки. И надо сказать, что читатели очень рады такой возможности. И, кстати говоря, некоторые игры были разработаны самими читателями. Это были ученики школы номер 36 города Сыктывкара. Надеемся, что сегодня о данном ресурсе узнает еще большее количество людей, и круг его пользователей расширится, а мы, библиотекари, в свою очередь, будем наполнять его полезным краеведческим контентом. Ресурс находится в открытом доступе, можете его смело рекомендовать детям. И также я напоминаю о том, что наша модельная библиотека открыта для проведения совместных краеведческих мероприятий как с детскими садами, так и со школами города. Они могут проводиться как в рамках нашей программы «Край мой северный», так и по вашим запросам по любой теме. И все наши мероприятия проводятся бесплатно. Спасибо. Ольга Александровна, спасибо большое. Уважаемые коллеги, все заявленные выступления мы сегодня с вами прослушали. Спасибо вам, что вы с нами, несмотря на то, что немножко уже съели лимит нашего времени. Вот. И
Сегодня на круглом столе у нас прозвучали доклады как теоретического плана, да, так и практического. И я очень надеюсь, что каждый из вас услышал то, зачем он подключился, что-то взял для себя. Несомненно, наверное, первым шагом будет у нас это знакомство с нашими электронными ресурсами, нашими сайтами. Да? То есть обогащаемся за счет друг друга, смотрим, что интересного происходит в разных муниципалитетах благодаря именно виртуальным нашим сайтам. И также не забываем общаться непосредственно. И что я для себя сегодня тоже отметила, что именно краеведение, именно коми-литература, чтение, книга объединяет наши учреждения, учреждения культуры и учреждения образования. В основе это книга и наши дети, да, с которыми мы работаем. И, конечно же, один из таких направлений, векторов, по которым мы можем работать, совместно работать, как библиотекари, так и педагоги, прозвучало именно в докладе у Галины Владимировны. Это литература и фольклор, художественный образ, человек как объект изобразительного искусства и литературы, литература и традиция, автор и реальность. То есть вот наш вектор, по которому мы можем сотрудничать и сотрудничать, открывать все новое и новое. Второй момент, который я для себя тоже подчеркнула, это, конечно же, громкие чтения. Коллеги, это кладезь, это интересно как для педагогов и библиотекарей, так и для детей. То есть читаем и обсуждаем. Если в школах они, может быть, еще и стесняются немножко, скажем, да, то есть носят это не то чтобы обязательный характер, но это, так скажем, ну, в школе за партой это надо отвечать. А если вы придете в библиотеку и проведете этот урок в библиотеке, это более свободное общение, да, то есть и также можно будет и автора пригласить, да, с автором обсудить, что же он хотел-то этим сказать. То есть именно точек соприкосновения у нас очень много. Это радует. И то, что мы идем по одному пути, а не параллельно, да, а вместе, это тоже замечательно. Если у вас есть какие-то предложения, вопросы, можете сейчас задать, можете лично задать, и обратившись к нам в библиотеку или же Институт образования. Вот. Добавите? Да. Людмила Николаевна, благодарим вас за то, что вы стали инициатором проведения круглого стола. Мы понимаем, что это только одно из первых мероприятий, которые мы совместно, я думаю, что теперь уже обязаны проводить. Коллеги, поэтому все выступления мы понимаем, что вас заинтересовали. Каждое направление, которое отражено в выступлении, я думаю, что можно рассматривать еще и как основание для проведения семинара отдельного, потому что если углубляться, например, да, и виртуальное пространство, можно говорить, например, и о действительно совместных мероприятиях, подключая соцписатель Республики Коми и так далее, я думаю, что здесь можно рассматривать, коллеги, именно это все как основание для нашей совместной деятельности. Поэтому я предполагаю, что мы должны уже завершать, но знаю, что мы с вами скоро обязательно встретимся. И я очень рада, что мы в первый день весны провели такое значимое мероприятие с такой готовностью, коллеги, включаться в наш диалог. Коллеги, спасибо всем, кто принял участие, всем выступающим. Всех благ, и мы надеемся, что наша площадка станет для нас такой основной платформой, в рамках которой мы будем с вами обсуждать и рассуждать, но самое главное, что мы с вами в едином пространстве и на благо наших обучающихся, наших детей, наших педагогов именно рассматриваем те вопросы, которые сегодня столь значимы. Спасибо, коллеги. До свидания. Всего доброго.